А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий. Начнем с новостей валютного рынка. Итак, доллар сейчас остановился на отметке 63 рубля 77 копеек, евро 69 рублей 82 копейки. Ну а теперь к обмену валют. Доллар выгоднее всего сегодня покупает Россельхозбанк за 63 рубля 85 копеек, а продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 64 рубля 33 копейки. Европейскую валюту сегодня, по данным сайта banki.ru, выгоднее всего покупает также Россельхозбанк за 69 рублей 70 копеек, а продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 70 рублей 24 копейки. В Госдуму внесены поправки о расширении программы мат-капитала. Теперь средства в размере 466 617 рублей будет выплачиваться семьям, где уже с начала текущего года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей. Поправки продлевают действие программы материнского капитала до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Кроме того, решение о выдаче сертификата на мат-капитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не в течение месяца, как это было прежде. Между тем, в стране начал работать информационный портал об усыновлении. На сайте собраны анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства региональных и федеральных операторах банка данных. Уже с 25 февраля имеющие заключение о возможности быть опекуном смогут через портал записаться на прием в Федеральный банк данных о детях-сиротах. На сайте также представлены ответы на часто задаваемые вопросы, информация о формах семейного устройства, образцы заявлений и анкет. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с официальными документами по усыновлению детей. Минэкономразвития готовит комплексный законопроект о банкротстве, в который может войти инициатива о создании специального маркетплейса с информацией о задолженности по процедуре банкротства и распродаваемых активах. Более подробная информация у моей коллеги Нюргуяны Ивановой. Нюргуяна, приветствую. Расскажи о маркетплейс, что вообще он будет из себя представлять. Настя, я приветствую. Что касается твоего вопроса, то это будет специальная электронная площадка, на которой будет вешаться заранее до торгов вся информация о задолженности по процедуре банкротства и в специальном виде, где можно ее отфильтровать, понять, какие объекты и заранее подготовиться к старту торгов. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Авиакомпании Российской Федерации увеличили перевозки в январе 2020 года на 6,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Это до 8 миллионов 860 тысяч человек, сообщили в Росавиации. Пассажирооборот достиг отметки в 23 миллиарда 800 миллионов пассажирокилометров. Отметим, что в 2019 году российские авиаперевозчики обслужили 128 миллионов пассажиров. Это на 10% больше, чем годом ранее. И совпало с прогнозом Минтранса. Напомним, что по итогам этого года ожидается рост пассажиропотока на уровне 7–8%. Компания «Алроса» реализовала с начала года алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405 миллионов долларов США. Объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил свыше 390 миллионов долларов. Бриллиантов более 14,5 миллионов долларов США. В январе наблюдался стабильный спрос на алмазное сырье. Гранильный сектор продолжал пополнять запасы на фоне позитивных результатов продаж ювелирных украшений ритейлерами в период рождественских праздников. Тем не менее, в отчетный период объем реализации снизился на 44% в годовом сопоставлении. Так, объем продаж алмазного сырья составил 278 долларов США, бриллиантов почти 3,5 миллионов долларов. Авиакомпания «Полярные авиалинии» планирует приобрести около 40 самолетов и вертолетов до 2030 года. Так, согласно соглашениям, заключенным с разработчиками, предусмотрено 7 модернизированных вертолетов «Ансат», 25 самолетов «Байкал», 10 самолетов Л-610, 3 самолета Ил-114-300. В этом году за счет расширения маршрутной сети и увеличения количества рейсов «Полярные авиалинии» планируют обеспечить перевозку 167 тысяч пассажиров.
что на 50% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что в последние 2 года флот авиакомпании пополнился 5 новыми вертолетами Ми-8 МТВ-1 медицинской комплектации. Уральский завод тяжелого машиностроения направил в арбитражный суд Якутии заявление о взыскании с компании «Эльга-Уголь» 381 миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщает ЕСИА. Заявление пока не принято к производству. Отмечается, что предварительное судебное заседание еще не назначено. Отметим, что «Эльга-Уголь» входит в группу «Мечел». Суть претензий компании не раскрывается. Сингапур планирует сотрудничать с Якутией в области нефтегазового комплекса, возобновляемой энергетики и информационных технологий. Такое желание озвучил министр иностранных дел Сингапура Сэм Тан. Он также сообщил о готовности посетить республику с официальным визитом в этом году. Цель его визита – развитие двухсторонних связей и изучение опыта региона в социально-экономическом развитии. 3 наследника Хангаласского района Якутии получат субсидии на благоустройство сельских территорий. Так будет восстановлен памятник воинам, землякам, участникам Великой Отечественной войны в Мальжигарском первом наследии. В селе Качекацы и в Актемском наследии обустроят парк культуры и отдыха и парк учительский. Всего на конкурсный отбор для реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий было предоставлено 179 пакетов документов из 16 районов. В этом году на эти цели будут выделены финансовые средства в размере 139 миллионов рублей. Реконструкцию аэропорта Ленска оценили в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Республика намерена включить объект в разрабатываемую национальную программу развития Дальнего Востока. Сейчас идет разработка документа, который в окончательном виде будет принят как отдельная федеральная программа. Напомним, что в Якутии 16 аэропортов будут построены или реконструированы по национальной программе развития Дальнего Востока до 2024 года. Ленский аэропорт в приоритетном списке 10 дополнительных аэропортов для включения в эту программу. На этом у меня все к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Настя, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Да, Нургуяна, большое спасибо за информацию. Я напомню, это были новости с экономики с Нургуяной Ивановой. Правительство России планирует выделить более 71 миллиарда рублей на выплаты ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава Кабмина. Михаил Мишустин подчеркнул, что основная задача – оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя. Глава правительства также потребовал усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования. Президент в пятницу подписал указ о единовременной выплате к празднику тем, кто внес свой вклад в достижение этой победы на полях сражений и в тылу. В общей сложности, с учетом доставки выплаты, мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 миллиарда рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае. Также Михаил Мишустин потребовал разобраться с причинами неиспользования средств бюджета. У председателя правительства России на этот счет есть свое видение. Я вижу в этом 2 варианта или 2 причины. Либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок, если хотите, в системе стратегического планирования. Также необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию. 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной военной техники. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подготовке к торжественному военному параду на Красной площади 9 мая. Он подчеркнул, что главными гостями торжества станут ветераны Великой Отечественной войны, которые приедут со всех уголков страны. На парад приглашены делегации из десятков стран и 20 иностранных армий. Впервые зрители увидят новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты. Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади в этом году.
Он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Его продолжительность увеличится до 1,5 часов. Ожидается приезд большого числа представителей зарубежных делегаций и лидеров государств. Безусловно, главными гостями торжества станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации, которые приедут в Москву, и для них подготовлена специальная 4-дневная программа. Атмосферу победного 1945 года воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходных артиллерийских установок Су-100. На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие. Ну а прямо сейчас мировые новости. Горячее путешествие. Ракета-носитель «Атлас-5» в воскресенье отправила аппарат Solar Orbiter к Солнцу. По данным НАСА, впервые в истории человечества зонд сможет наблюдать за полюсами звезды. Миссия, как рассчитывают ученые, позволит понять, почему солнечный цикл длится именно 11 лет и как получается суп из заряженных частиц. Стоимость проекта – $1,5 миллиарда. Подробности расскажет Анастасия Дмитриева. Новый зонд, построенный НАСА и Европейским космическим агентством, в воскресенье отправился в жаркое путешествие к Солнцу. Ракета-носитель «Атлас-5» с аппаратом Solar Orbiter на борту стартовала с мыса Канаверал в 23 часа по времени восточного побережья. Цель исследования – рассмотреть крупным планом полюса звезды и понять, как ее энергия влияет на Землю. В частности, объяснить происхождение солнечного ветра и так называемого супа из заряженных частиц, которые во время вспышек в гелиосфере проносятся сквозь Солнечную систему, выводя из строя спутники и электронику на Земле. Полученные данные, вероятно, будут полезны для разгадки солнечной цикличности. Ученые наблюдают за фазами магнитной активности десятилетиями, но не знают их причину, в том числе, почему один из них, цикл Шваби, повторяется каждые 11 лет. Ожидается также, что миссия позволит понять, как защитить людей в космосе от радиации, которая может изменить структуру ДНК. 2 года аппарат размером с минивэн будет добираться до нужной орбиты. Приблизиться к светилу на 42 миллиона километров зонду позволит специальный теплозащитный экран весом 147 килограммов. По прибытии Solar Orbiter развернет солнечные панели и антенны. На его борту 10 приборов, 3 из которых будут наблюдать через крошечные окна, как изменяется поверхность звезды. Отправлять космические корабли к Солнцу сложно из-за его мощной гравитации. Чтобы контролировать скорость, Solar Orbiter будет использовать гравитацию Венеры, второй планеты нашей системы. В Мексике активистам удалось спасти несколько десятков черепах, пострадавших от смертельного для них цветения воды. 7 из них в воскресенье выпустили обратно в море, рассказывает Татьяна Гамозова. 7 морских черепах выпустили в море мексиканские защитники природы. Эти земноводные были спасены от так называемого «красного прилива» или цветения воды, вызванного резким разрастанием колонии микроводорослей. В декабре это явление было отмечено у берегов штата Оахака. В начале года власти Мексики сообщили о гибели почти 300 редких зеленых и оливковых черепах из-за отравления паразитами, которые размножились в водорослях. Несколько десятков особей, однако, удалось спасти. Тех, кто полностью выздоровел, теперь вернули в естественную среду обитания. Их шансы на выживание выше без постоянного присмотра. Тогда инстинкт поиска пищи продолжает работать. Красный прилив угрожает и другим видам морских обитателей. Некоторые микроводоросли выделяют токсины, ядовитые для рыб, моллюсков, млекопитающих и птиц. Десятки спортсменов со всего мира принимают участие во всемирном марафоне. Их цель – 7 забегов по 7 континентам за 7 дней. Одно из самых суровых испытаний позади. В минувшие выходные участники преодолели антарктический этап. Российский военный самолет в субботу доставил участников всемирного марафона на просторы Антарктики. Ледяной континент встретил бегунов морозной и ветреной погодой, суровой даже по здешним меркам.
Дистанция, неизменные 42 километра 195 метров, пролегала по кругу. Половину времени спортсменам приходилось бежать навстречу пронизывающему ветру. В результате до финиша они добрались на час позже, чем во время предыдущего этапа в южноафриканском городе Кейптаун. Забег выиграла датчанка Кристина Метсон, причем как среди женщин, так и среди мужчин. Она преодолела дистанцию за 3 часа 54 минуты и 20 секунд. На 10 минут быстрее своего ближайшего соперника, британца Грэма Фоука. Во время переезда к месту проведения следующего этапа Метсон не скрывала своего торжества. Поверить не могу в то, что произошло. Я выиграла Антарктику. И причем не только среди женщин. Вообще выиграла. Это было невероятно. Жутко ветрено, условия экстремальные, но мне так понравилось. После сурового испытания участникам спортивного турне удалось погреться. В воскресенье они бежали марафон в австралийском городе Перт. Всего за 7 дней участники пробегут 295 километров и проведут в воздухе 68 часов. Всемирный марафон завершится в Майами. 24 ребенка приняли участие в традиционном забеге на ламах на празднике Ламингада. В соревновании участвовали дети от 3 до 12 лет. Также маленькие хозяева продемонстрировали умения своих питомцев. Ламы исправно выполняли команды детей на радость публики. Каждый год 8 февраля коренные народы Сача и Кумбихи проводят скачки на ламах в рамках празднования Всемирного дня водно-болотных угодий. Я открыл глаза этим утром и сразу же пошел, схватил ламу, одел на нее седло, надел штаны, пончо, шляпу и шарф. Я поехал на ней сюда и принял участие в соревновании. Сизые голуби стали своеобразной визитной карточкой Нерюнгри. За последние 5-6 лет численность воркующего сообщества заметно увеличилась. Причиной тому является постоянная подкормка горожанами, их долголетие и активное размножение. Сейчас на прямой линии с нами из столицы Южной Якутии мой коллега Сергей Козюра. Сергей, я тебя приветствую. А как отражается тесное соседство с голубями в жизни нерюнгринцев? Да, Настя, приветствую тебя. Городских голубей уже не смущают суровые морозы. Они готовы размножаться в зимний период. Их количество уже столько, что невозможно посчитать. Но, тем не менее, с приходом голубей в город стало появляться меньше уже других видов пернатых, особенно воробьев. Ну и, скажем, не секрет уже то, что появились некие сложности и у коммунальных служб. Но вот большинство горожан, большинство жителей города Нерюнгри находит такое соседство с голубями весьма позитивными. Я продаю мясо, ну, нам голуби не мешают никак. Мясо не едят, наверное. Живут. Просто, видите, их завезли тогда, кто-то занимался ими, а сейчас они вон под крышами живут, и вот в общежитии у нас и везде это. Я люблю, очень это мило, это голуби, поэтому я люблю. Пусть летают. Так что птички, разнообразие. Я ничего против их не имею. Очень много стало. Развелось очень много. Ну, мне не нравится это. Почему? Ну, не знаю, они все равно мусорные, грязные голуби. Я кормлю в отведенных местах, это где вот они большая часть находится где-то на колодцы вот эти вот, где тепло выходит. Вот там вот я их подкармливаю. Ну, а так как городские голуби часто питаются на помойках, обитают на площадях, торговых центрах, канализациях, то, несомненно, и является угрозой переноса заразы. Так вот, какая именно инфекция может исходить от голубей и как она может передаваться посредством воздушно-пулевым путем, мы узнали у директора ветеринарно-испытательной лаборатории Нерюнгринского района Ирины Туровской. И вот что она сказала по этому поводу. Голуби вообще издавна считались птицей мира, и чудесно, что они у нас есть. Но, тем не менее, они являются источником возможного заболевания людей, в том числе листериоз, кампилобактериоз, сальмонеллез, орнитоз или пситокоз. Например, орнитоз, он поражает дыхательные пути, в результате чего у человека может участиться кашель, одышка, а в дальнейшем эти микроорганизмы могут разнестись по всему организму и вызвать более серьезные заболевания.
Ну а пока на сегодняшний момент городские голуби стали настоящими северянами и коротают зиму вместе с нами. И количество их на сегодня столько, что пока что они не мешают нам и позволяют наслаждаться этим соседством, хоть с городской, но все же природой. Но число их растет. Настя? Ну что ж, Сергей, большое спасибо. Главное, что вместе мирно живете. Я напомню, что на прямой связи из Нерюнгри был наш корреспондент Сергей Козюра. Мы продолжаем наш выпуск. Из магазина цифровой и бытовой техники в Нерюнгри были украдены 2 дорогостоящих смартфона. Общая стоимость составила 130 тысяч рублей. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, я тебя приветствую. А удалось ли поймать вора? Здравствуй, Настя. Да, вора поймали. Им оказался 20-летний местный житель. Оказалось, его недавно приняли на работу, на должность кладовщика. У него был доступ к товару, и, воспользовавшись этим, он свободно вынес телефоны, как выяснилось позже. Один он подарил своему приятелю, а второй обменял на машину «Жигули». Сейчас он уже признался в преступлении, и в его отношении возбудили уголовное дело. Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело в отношении экс-директора Саханефтегазсбыта Игоря Никитина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура республики совместно с МВД и управлением ФСБ провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. По данным следствия, Никитин и руководители компании «Нордспиртстрой-1» по предварительному сговору искусственно завысили стоимость строительства нескольких автозаправочных станций в республике. Установлено, что в 2018 году между акционерным обществом «Саханефтегазсбыт» и обществом с ограниченной ответственностью СИС по ранее заключенному договору займа в размере свыше 29 миллионов рублей заключено соглашение об отступном, в качестве которого нефтегазовой компании передано имущество, оцененное более чем 30 миллионов рублей, при его фактической стоимости около 12 миллионов рублей. При этом, согласно данным проверки, соглашение об отступном заниженной стоимостью имущества на сумму порядка 18 миллионов рублей заключено в условиях заинтересованности генерального директора акционерного общества «Саханефтегазсбыт» при пособничестве генерального директора ООО «Нордспиртстрой-1». Кроме того, согласно материалам проверки, путем предоставления в бухгалтерию акционерного общества «Саханефтегазсбыт» генеральным директором данного общества в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором ООО «Нордспиртстрой-1» заведомо подложных документов о выполнении работ по строительству автозаправочных станций в 2 населенных пунктах республики совершено хищение денежных средств общества в особо крупном размере на общую сумму более 59 миллионов рублей. Следователи завершили расследование разбойного нападения на научный институт в Якутске. 2 местных жителей обвиняются в разбое, совершенном организованной группой. Напомню, что в октябре прошлого года около 7:30 утра на пульт дежурной части городского управления полиции поступило сообщение о том, что 2 неизвестных ворвались в административное здание научного института, чтобы украсть из банкомата, установленного в фойе. Разбойное нападение, имевшее широкий общественный резонанс, было раскрыто сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки. Ранее судимые 37 и 38-летние мужчины задержаны и водворены в следственный изолятор. Предварительным следствием установлено, что обвиняемые применили перцовый газ в отношении 2 женщин, работниц института. Один из них удерживал женщин, чтобы те не смогли оказать сопротивление и вызвать помощь, а второй пытался взломать банкомат. Когда попытки взлома ударами молотка не увенчались успехом, обвиняемые пытались взорвать его с помощью газового баллона. Сейчас дело направлено в суд. В Сунтарском районе госинспектор охраны природы обвиняется в незаконной добыче соболя на особо охраняемой территории. Согласно материалам проверки прокуратуры, государственный инспектор, обязанный следить за соблюдением закона, сам нарушил закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Без получения разрешения на добычу соболя добыл на территории особо охраняемой природной территории более 20 особей ценного пушного зверя. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Г части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры Сунтарского района. По результатам
служебной проверки государственный инспектор охраны природы Республики Саха-Якутия уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Перейдем к происшествиям в мире. 2 детей из России погибли при столкновении катеров у острова Пхукет в Таиланде. 6-летняя девочка и 12-летний мальчик погибли в результате столкновения скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет. Более 20 пассажиров были госпитализированы. Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени. По словам заведующего консульским отделом посольства в Таиланде Владимира Пронина, на одном из катеров перевозилось 39 туристов из России, на другом были только граждане Таиланда. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести, сообщил он. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшие больницы этого района. Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Настя, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Да, Юрий, будем ждать больше новостей. Я напомню о происшествиях в республике и за ее пределами нам рассказал Юрий Осипов. Мы продолжаем наш выпуск. Финалист российского вокального конкурса «Новая звезда» Киджа успешно обучается в музыкальной академии Игоря Матвиенко в городе Москве. Напомню, якутский певец в прошлом году, пройдя большой конкурс, удостоился награды от именитого музыкального продюсера и поступил в музыкальную академию «Мама». В «Новой звезде» принимали участие талантливые певцы из 85 регионов страны. Победителей выбирало жюри, а также телезрители. Киджа будет учиться до мая месяца этого года. «Новая звезда» — это единственный проект, который теперь остался из музыкальных, до такого глобального масштаба в рамках страны. А Киджа, вот он сейчас поступил, и, как мне рассказывают педагоги, он абсолютно уникален талант. Но это я еще понял на самом шоу, потому что в нем прям сочетается такое, почему его национальная вот эта вот, не знаю, мелодика, с ощущением современности. В музее «Россия. Моя история» стартовала выставка коллекционера, краеведа, мастера спорта СССР Михаила Друзьянова. В экспозиции представлена уникальная коллекция календарей. Гости выставки также увидят необычные формы изданий и редкие справочные материалы с иллюстрацией исторических сведений. И сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, я тебя приветствую, ждем подробностей, ну и, конечно же, экскурсии. Здравствуйте, Анастасия. Сейчас я нахожусь на 2-м этаже музея «Россия. Моя история». Здесь представлено более 100 календарей из коллекции Михаила Друзьянова. К слову, на полках экспозиционных можно увидеть не только редкие издания, но еще и элементы, детали истории России. Это и ленинские медали, и старые телефоны, лампады и даже подсвечники. А самый старый экспонат, скажем так, венец всей экспозиции, это календарь от 1872 года, первый календарь России под редакцией Алексея Гацука. В нем описана не только жизнь и описание быта России того времени, но и важные события, какие-то исторические справки и даже зарплата царей описана в этом календаре. И формат календаря не обычный, не такой, какой привыкли видеть современные жители. То есть это не отрывной календарь, не тот календарь, который вешается на стену. Почти все календари, что представлены здесь в экспозиции, это такие очень, скажем так, весомые книги, большие журналы и чуть ли не энциклопедии исторические. Ну и свой выбор описал, о своем выборе нам рассказал и поведал, почему именно календари стали предметом коллекции, нам рассказал сам владелец Михаил Друзьянов. Раз изучая историю Якутии, это все связано с календарем. Вот. Почему календарь? Потому что это достоверные данные. Вот. Календарь в этом году готовится, на следующий год выходит. Поэтому самые достоверные цифры, данные все находятся в календаре. А так, вот, которые периодически выходят книги «История России», «История Советского Союза», «История войны». Вот.
это можно для кругозора читать, а достоверно вот это календари. Вот. Мой старый календарь это 1872 года. Это считается первый календарь Российской империи. Вот. И с этого года уже началось каждый год выходить календари. Календари до сегодняшнего года выходит. Вот. Скажите, пожалуйста, каким образом вы пополняете свою коллекцию? Где находите экспонаты? Ну вот когда бываю вот, в командировках, вот, я там всегда хожу вот, в магазинах, антикварные, букинические и через друзей. Вот. Ну и, как уже говорилось ранее, коллекция действительно очень обширна. Здесь представлены и календари для родителей, для детей, пионерские, военные, спортивные календари, исторические и даже географические, художественные календари. Сам владелец коллекции Михаил Друзьянов сообщил, что к 2022 году, к столетию образования Республики Саха-Якутия, планирует выпустить свой календарь с важными историческими датами для республики. А у меня на этом все. Анастасия. Да, Сарглана, большое спасибо. Действительно очень интересно. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Сарглана Неустроева. Мы переходим к новостям спорта. Даниил Медведев занял 5-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. Расскажи, как выглядит тройка лидеров. Анастасия, здравствуй. Рейтинг возглавляет серб Новак Джокович. На втором месте идет испанец Рафаэль Надаль. Ну а тройку замыкает швейцарец Роджер Федерер. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Россиянин Даниил Медведев сохранил 5-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Медведев является победителем 7 турниров ATP. На открытом чемпионате Австралии, который завершился на прошлой неделе, он дошел до 4-го круга, где уступил Стэну Вавринке из Швейцарии. В первой тройке изменений не произошло. Лидирует сербский теннисист Новак Джокович, возглавивший рейтинг после победы на чемпионате Австралии. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль. 3-е место занимает швейцарец Роджер Федерер. Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, может провести поединок против американских спортсменов Дерека Льюиса или Даниэля Кормье. Сообщается, что команда россиянина запросила у промоушена бой с Льюисом. Альтернативным вариантом является Кормье. Поединок планируется провести в середине апреля. Последний раз Волков выходил на октагон в ноябре прошлого года на турнире UFC в Москве, когда единогласным решением судей выиграл у американца Грега Харди. В настоящий момент 31-летний российский боец занимает 7-е место в рейтинге тяжеловесов организации. В его активе 31 победа и 7 поражений в смешанных единоборствах. Российский страж ворот Тампа Андрей Василевский признан 3-й звездой недели Национальной хоккейной лиги. В этот период времени вратарь одержал 3 победы в 3 матчах, в среднем отражая 93,6% бросков. Своей уверенной игрой Василевский помог Тампе довести победную серию в домашних матчах до 8 встреч, что стало повторением рекорда клуба. Первой звездой недели был назван латвийский голкипер Коламбуса Элвис Марзликинс. Он одержал 2 победы в 3 матчах, в среднем отражая 97,1% бросков. При этом в 2 победных матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Второй звездой недели был признан американский нападающий Виннипега Кайл Коннор, который в 4 встречах забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач. Баскетболисты подмосковных «Химок» выиграли у Нижнего Новгорода в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 98-94. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Дэвин Букер, набравший 27 очков. У гостей же самым точным был разыгрывающий защитник Брэндон Браун, у которого 24 балла. Подмосковный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, одержав 16 побед в 17 матчах. Нижний Новгород идет на 10-й позиции, имея в активе 6 побед в 16 встречах. В следующем туре «Химки» на выезде встретятся с казахстанской «Астаной», а Нижний Новгород на своей площадке сыграет с краснодарским «Локомотивом». Заслуженный мастер спорта, победительница чемпионатов мира и Европы по волейболу сидя Алена Дмитриева в составе национальной сборной России проходят сборы в Тульской области. Тренировки проходят раз в месяц в течение 2 недель. Из 14 кандидатов в сборную страны для участия на Паралимпийских играх в Японии будут отобраны 12 спортсменок. Окончательный состав команды будет утвержден в конце июня. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября.
полномерно готовимся к Паралимпийским играм. Но вот вопрос, как только решится вопрос с участием нашим, в каком статусе и как это будет, то будет понятно, как мы едем и где мы дальше участвуем. У нас должен был быть Кубок мира в Китае, но, к сожалению, сейчас он перенесен неизвестно куда и будет ли вообще состоиться из-за коронавируса, который бушует в Китае. Но ближайший старт у нас будет в Америке. В Америке будет Кубок и матчевые встречи со сборной Америки. Якутские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате и Кубке России по стрельбе из традиционного лука. Соревнования, участие в которых приняли более 100 лучников из 13 регионов страны, прошли в Орле. Как сообщает «Спорт Якутии», спортсмены сборной республики записали в свой актив 1 серебряную и 2 бронзовые награды. В мужском дивизионе из 26 участников Семен Замятин занял 2-е место. В состязаниях среди женщин награды серебряного и бронзового отлива завоевала Нюргустана Сидорова. Стрельба из традиционного лука продолжает набирать популярность в Якутии. Так, в январе этого года была учреждена региональная федерация. Также дисциплина была включена в программу игр Манчары, которые пройдут в 2021 году в Горном Улусе. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе спортивных новостей на Якутия-24. Анастасия, тебе слово. Власий, большое спасибо. Я напомню, о новостях в мире спорта нам рассказал Власий Сергеев. 14 февраля, в День всех влюбленных, калининградский экстремал, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде Олег Рязанов, которого называют повелителем холода, заморозит себя с головой в ледяном сердце. Сегодня с утра он уже прилетел в Якутск и сразу же направился на 202-й микрорайон, чтобы оценить место, где все это будет происходить. С повелителем холода встретилась наш корреспондент Ульяна Шагина. Сейчас она выходит на прямую связь со студией. Ульяна, я тебя приветствую. Мы сейчас находимся на 202-м микрорайоне. Именно здесь 14 февраля на берегу реки Лена Олег Рязанов, повелитель холода, попытается пройти свое 3-е испытание. Первое испытание у него было испытание землей, далее испытание огнем. И вот 14 февраля здесь будет испытание водой и льдом. Как все это будет происходить, трудно представить, но Олег сейчас находится рядом со мной. Он только сейчас прилетел и сам все расскажет. Олег, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что это за будет испытание? Ульяна, добрый день. Вот в данный момент, скажем так, я нахожусь у того самого сердца, где это произойдет. А я напомню, что 14 февраля это день Святого Валентина. Да, и, скажем так, это будет, прежде всего обращение Евни к моей супруге. Да? То есть это Валентинка для нее. Я здесь обязательно сделаю там надпись «Ирина, я тебя люблю». Да? То есть это сердце будет заполнено снегом, будет сделана выемка. И в эту выемку, собственно, меня и вморозят на 12 минут 52 секунды. Олег в Якутске, напомню, уже во 2-й раз. В 1-й раз он приезжал в прошлом году и установил здесь свой 12-й мировой рекорд, когда прыгнул с парашютом с высоты 4 километра. Но тогда, Олег, вспомним, да, у вас немного не задался маршрут, то есть вы как бы с парашютом приземлились на несколько километров вдали заданного маршрута. Вспомните этот день. Да, это на самом деле было очень забавно. Ну, во-первых, я 2 года готовился к этому прыжку, да. Вот. И самолет все поднимался, он там поднимался, наверное, больше часа, да. И вот мы прыгнули, свободное, то есть парашют раскрылся, свободное падение завершилось, да, и инструктор, с которым я совершал этот прыжок, мне задает вопрос: а ты аэропорт видишь, аэродром? Я говорю: нет, не вижу. Слушай, нас выбросили мимо, поэтому что делаем? Ну, говорю, будем приземляться туда, где приземляемся. То есть ищем какой-то ближайшие там какие-то дома, вот там смотрим внизу дома, да, и вот видим, идет какой-то человек, и мы прямо фактически рядом с ним падаем. И вы были в одних шортах? Да, я был в одних шортах, да, ну, естественно, все там отстегнулся, я побежал до ближайшего дома, и ребята, вот местные жители, отвезли уже на своей машине меня в аэродром, ну, собственно, там откуда мы вылетели. Предполагалось, что тот прыжок с парашютом был последним мировым рекордом, так как этот трюк был одним из самых сложных, которые вы могли бы показать. После этого были еще какие-то мировые рекорды? Нет, я уже заявился, что 12-й мировой рекорд будет финальным, так и есть, но
то, что я делаю сейчас, это намного сложнее. Да, вот эти вот 3 испытания. Первое испытание это было испытание землей, когда меня закопали в снег на целую ночь. То есть я там пробыл 12 часов 52 минуты в снегу, без одежды. Да, потом было испытание огнем, как в сказке Вершова. То есть когда был котел с кипящей водой, вот, собственно, 7 минут я там находился. Олег Рязанов плавал в холодном море, совершал прыжки с парашютом в одних шортах, на лютом холоде пробежку совершал также в одних шортах и часами сидел в набитой льдом ванной. И тут же на ум приходит резонный вопрос, для чего вы все это делаете? Ну, сначала, скажем так, было интересно устанавливать рекорды. Но в какой-то момент я понял, что я в принципе ничего не знаю о человеке. Да, потому что, ну скажем так, чем больше я тренировался, тем больше я находил каких-то техник, и тем больше раскрывались мои способности, возможности и так далее. И в какой-то момент я вообще понял, все, что я про человека знаю, я не знаю ничего. Я не знаю ни кто такой человек, ни как устроена эта реальность, ни что такое Вселенная. И мне стало интересно. И поэтому то, чем я сейчас занимаюсь, это как раз я изучаю вопрос, кто такой человек. А вам не холодно вот так вот без шапки? Холодно, холодно. Ну, на самом деле, это один из способов тренировок, в том числе. И мои тренировки, они всегда выглядят следующим образом. Я замерзаю, а потом самостоятельно себя отогреваю. А я замерзаю, как обычный человек абсолютно. Итак, напомню, 14 февраля здесь в 13 часов на 202 микрорайоне на берегу реки Лена Олег Рязанов заморозит себя в лед и при этом не будет дышать целых 13 минут. Как это будет все происходить, очень трудно представить, как человек в целом вообще может не дышать 13 минут. Это какая-то техника специальное дыхание или же это все-таки какой-то фокус? Ну, наверное, какой-то вселенский фокус, назовем так. По-хорошему, наверное, то, что я планирую сделать, невозможно. Но есть мировой рекорд 22 минуты задержки дыхания. Да, но это было в теплых условиях, в теплой воде и так далее. То, что я сейчас буду делать, это, ну, если точнее, 12 минут 52 секунды я буду находиться, ну, скажем так, не совсем без дыхания. У меня все-таки там 1 или 2 раза возможность там сделать вдох будет. Да? То есть какая-то прослойка воздушная все-таки она существовать будет вместе со мной подо льдом. Но этого точно я никогда не делал. На самом деле, отвечая на вопрос, я понятия не имею, как это сделать. Да, ну, в принципе, как и те 2 испытания, которые я проходил, они в меньшей степени все-таки зависят от моей подготовки, моей веры в ней, что-то еще. Это уже какой-то божественный промысел. Итак, напомню еще раз, на 202 микрорайоне в 13 часов 14 февраля, в день Святого Валентина, Олег Рязанов здесь совершит невероятный трюк. Приходите и смотрите. Ну а мы Олегу пожелаем удачи в его деле. Спасибо большое. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане -9, давление 698 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 5 метров в секунду. -12 за окнами Линчан, ветер дует с юго-запада со скоростью 4 метра в секунду. В столице Алмазного края значительно холоднее, в городе -19, также ветрено и переменная облачность. В Нейронгре сейчас -15 по Цельсию, давление 688 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. И в столице региона, городе Якутске, в эти минуты -16, штиль, облачно. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.